В прямом эфире информационная программа «Вести. Чеченская Республика». Мои коллеги и я, Рамзан Абуев, готовы рассказать о наиболее значимых событиях к этому часу. Ассаламу алейкум. Главное сегодня. Трагедия Уммы. Жители региона продолжают выстаивать коллективные тахаджуд-намазы во всех крупных мечетях. Павшие смертью храбрых. А в Наурском муниципалитете состоялась церемония передачи наград Герой Чеченской Республики посмертно. Приятные выходные. Впечатления великолепные вообще о республике в любой сезон. Расскажем о туристическом комплексе Кизиной-Ам, где можно весело провести зимние каникулы. В Чеченскую Республику прибыла делегация из Объединенных Арабских Эмиратов. Программа рассчитана на 3 дня. Она предусматривает встречи с региональными министрами, представителями бизнеса и творческой интеллигенции, а также посещение туристических мест. Ада Магомедов о целях визита гостей из восточной страны. По традиции, делегацию из Объединенных Арабских Эмиратов во главе с директором Университета гуманитарных наук имени Мухаммеда бин Заида, доктором Халифой Мубараком Аз-Захири, встретили официальные лица региона во главе с помощником главы субъекта, министром по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмедом Дудаевым. Вместе они отправились к мемориальному комплексу славы имени первого президента Чеченской Республики и торжественно возложили цветы к памятной доске национального лидера. В самом музее гостям рассказали о тяжелом пути послевоенного региона, который ему пришлось пройти от руин до активно развивающегося субъекта, и о том, какую роль в этом сыграл первый президент Чеченской Республики, герой России Ахмад Хаджи Кадыров и его большой значимости для народа. Справа, обратите внимание, мы видим приемную секретаря Ахмада Хаджи Кадырова, ну и прямо напротив его рабочую зону. Почти что вся рабочая деятельность Ахмада Хаджи Кадырова проходила вот за этим столом, и все предметы, которые находятся на рабочем столе, они хранят воспоминания о нем и помнят его прикосновения. В завершении насыщенной экскурсии гости оставили свои памятные пожелания в книге отзывов, а также сделали коллективные фотографии на память. Завтра гостей ожидает насыщенная программа. Это встреча с руководителями различных министерств и ведомств, на которых они обсудят планы по дальнейшему взаимодействию и проведению совместных работ, а также продолжится экскурсия по республике. Гости смогут посмотреть главные достопримечательности региона, в их числе и уже известные всем религиозные объекты. Ада Магомедов, Шамсудин Жабраилов, Вести. Чеченская Республика. Жители региона продолжают выстаивать коллективные тахаджуд-намазы во всех крупных мечетях. Верующие возносят молитву к Творцу, прося помощи для многострадального палестинского народа. В своем телеграм-канале Рамзан Кадыров написал, что агрессия сионистов Израиля в отношении сектора Газа при поддержке США и с молчаливого согласия Запада длится более 3 месяцев, и эти бесчинства превзошли все границы. Также в своих дуа мусульмане просят защитить от всех невзгод бойцов подразделений из Чеченской Республики, участвующих в СВО.
В администрации Наурского муниципалитета бойцов, не вернувшихся с зоны проведения СВО, наградили званиями Героев Чеченской Республики посмертно. По указу Рамзана Кадырова за выдающиеся заслуги перед народом и государством звание Героя присвоили уроженцам района, которые отправились на передовую добровольцами. Получить награды пришли их родственники, павшие бесстрашием перед врагом. Они внесли значимый вклад в мирное существование каждого гражданина страны. А благородные поступки и самоотверженность героев напоминает нам о высоких ценностях справедливости, подчеркнули чиновники. Стоит отметить и то, что семьям участников боевых действий руководством региона оказывается всевозможная помощь. Среди них льготы на различные услуги, поступление в вузы и трудоустройство для детей военнослужащих. Way merkde så watch dal sa dol way beri dona dal gazwat qabl dol وين إزولم شو سدايته تجاه دنا أحيوك شلون way بيرش دنا داق مركدا سالي وصع بيت ويشوات دنا تانا صوتش دنا دالو ألا دنا بيقول داق نادر تكون دنا إديقة أدل نادر دنا. Живописная природа, активный отдых и незабываемые впечатления. Все это можно найти в прекрасном уголке нашей республики на туристическом комплексе Кизиной-Ам. В зимнее время здесь по-особенному прекрасно. О том, какие развлечения ждут посетителей, расскажет Валентина Гусевская. Зима – это время года, чтобы насладиться красотой заснеженных вершин и свежим горным воздухом. Все это привлекает жителей и гостей республики на высоту 1800 метров над уровнем моря в Веденский район. Тут находится спортивно-туристический комплекс Кизиной-Ам. Приезжают с разных субъектов, то есть это и Питер, и Москва, и Казань. Ну, можно сказать, со всей России приезжают. В год мы поселяем где-то от 35 тысяч до 40 тысяч посетителей. И в процентном соотношении, если взять, то где-то 30% это будут туристы. Особенность этой местности – горное озеро, вода в котором меняет свой цвет в зависимости от сезона и погоды. Обычно в январе озеро замерзает и покрывается льдом, однако в этом году еще не было заморозков. Посередине озера Кизиной-Ам проходит граница между Чеченской Республикой и Дагестаном. Оно особо охраняется из-за пресной воды. Плавать на моторных лодках здесь нельзя, чтобы не нарушать экосистему водоема. Только в этом озере водится айзенамская форель. Благодаря своей уникальности Кизиной-Ам считается природной достопримечательностью не только Северного Кавказа, но и всей России. В республике была несколько раз, в основном летом. Впервые вот приехала в это место зимой. Впечатления великолепные вообще о республике в любой сезон. Здесь вот еще не осмотрелись, но впечатляет очень, конечно. Горы – это что-то невероятное. Плюс это озеро. Восхищаемся, получаем удовольствие для глаз, души, воздух. Очень гостеприимно. Спасибо вам большое. Самое популярное зимнее развлечение – скатиться на тюбинге с горки. Отдыхающим помогают зацепить надувные санки к подъемнику, чтобы без проблем подняться и спуститься вновь. Зимой приезжаем 2-3 раза обычно, летом тоже приезжаем. Место очень красивое, где можно полюбоваться горами. Воздух такой приятный, насыщенный воздух, сухой климат. Очень полезно с детьми. Приехали, так, нас всего 12 человек. Мама, я, жена, брат, остальные все дети наши. Очень красивое, четкое место, где можно советовать, даже можно приехать, отдыхать. Все очень красиво, замечательно. После активного развлечения для отдыхающих есть гостиница с номерами 3 типов – премиум, комфорт и стандарт. Также можно расположиться в отдельном домике. В период новогодних праздников все комнаты были забронированы. В летний сезон в Кизиной-Аме доступны и другие развлечения. Конные прогулки, походы, можно прокатиться на катамаране или квадроцикле, спуститься на зиплайне на канате над озером. Многие посетители не первый раз посещают природную достопримечательность и с удовольствием вернутся летом. Валентина Гусевская, Рахман Хаджиев, Руслан Магомадов, Вести, Чеченская Республика. Житель республики Мухаммед Чакаев собрал самостоятельно дом на колесах. Внутри все блага цивилизации. Холодильник, электричество, кухонная плита, пылесос. Поэтому любые изменения погоды жителю автодома не страшны. Удивляет и другое. Нашему герою понадобился всего лишь месяц, чтобы собрать все. Ада Магомедов разбирался, как устроен дом на колесах.
Посмотрев на эту пристройку снаружи, никогда не подумаешь, что внутри там целый дом. Мухаммед Чакаев из селения Бачиюрт смог самостоятельно разместить внутри все необходимое для удобного проживания. Тут вам и свет, отопление, 30 литров воды, кухонная плита, пылесос, тумбочки с различными принадлежностями, душ, холодильник, удобная кровать и многое другое. Все это он собрал за месяц, а чертеж нарисовал за 30 минут. Идея пылилась с 2011 года, и как только появилась финансовая возможность, мужчина воплотил ее в жизнь. Хочешь холодильники, хочешь пылесосы, прости, конечно. Да, все, занес, да, сауз, полный, да, оло, да, ясно. О, курс, надо, харкор, да, делаю, что. Они, сиди, да, делаю, что, чумахки, тита, что. Да, порох, ваха, ло, сау, но, ло, порох, да, виж, ло, сакот, да, сакет, халоч, вауш. 30 литров через фильтр, да, что. Ишта, душ принятишь, иштли, да, душ яче, иштли, да. Малхи, так, массу умывальники, он кизик дучуаш. Вот вам пейршу, хлебница, айкшкеч, вот вам яйчень, кияло еще, вот вам кейгио, пепра еще. Вот здесь и вот здесь, да, и душ. А вода куда уходит? Вода метка, да, тут. Метка. Я включил, да, понял. Ишь, тогда ула, душ принятие, все. Велла, да, хочу, именно душевую, я делаю моя. Электричество генерируется с помощью солнечных батарей. Вес автодома всего 150 килограмм. Пристройка сама по себе полностью герметична и сохраняет тепло. Поездки с ней максимально практичны. Данное изобретение не имеет аналогов в мире и совсем скоро получит патент. Мухаммед планирует пустить разработку в массовое производство. Волгоградский район, Ласка, 6% решение гейтит прош, выпускать круглую прош. دحر ونحكي شو عيل ورسوا سندر سوي أرجون عزوج يعطيك عيش هدي выпускать عيش هدي ونحكي تعالوا نحكي تشيشن كامبينج أيوش هيدا تشيشنسكي دنيا تعمدات دينا دار تحسنك مسو ماشين ميكش любой седан де микшер. Конструкция везде привлекает большое внимание. Людям интересно, как удалось вместить все необходимое для житья в такую небольшую пристройку. Тем не менее, Мухаммед видит, что именно стоит улучшить и планирует довести свою идею до совершенства. Так, любой не важно, так, кроссовершна, ценмекшни, серьезно. Автодом можно приспособить практически к любой марке автомобиля, будь то легковушка или же Нева. Его считают как груз, никаких помех или же дополнительной нагрузки на дороге он не создает. С ним можно комфортно путешествовать где угодно и при этом экономить на гостиницах. Можно сказать, идеальный вариант для бюджетных поездок. Это не единственная разработка, которую придумал и реализовал Мухаммед. Мужчина мастерит с 12 лет. Он самостоятельно собрал катер, ветряную электростанцию, мини-внедорожник с высокой проходимостью и не только. Останавливаться талантливый инженер не собирается и обязательно продолжит удивлять своими новыми идеями. Адам Магомедов, Шамсудин Джабраилов, Магомед Бараханов, Вести, Чеченская Республика. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать и на наших аккаунтах в социальных платформах и в приложении «Смотрим». С вами был Рамзан Абуев, и пусть в вашей жизни будут только хорошие вести.